Хаумагад, кадрлы достар. Добрый день, дорогие друзья. Мы продолжаем наше обучение на замечательном инструменте кубыз. Сегодняшний урок будет посвящен различным техникам звукоизвлечения. Это как пальцевые, так и артикуляционные. Кубыз настолько замечательный инструмент, что на нем можно извлекать как имитационные звуки, то есть изображать топот копыт, там, кукушку, так и играть мелодию. Мелодию мы на прошлом уроке с вами научились играть. Я вам расскажу про различные техники. Начнем с пальцев. Это основная наша техника. То есть все мелодии, обычные мелодии, импровизации мы начинаем играть одним пальцем. Также можно использовать два пальца. Кубыз мы уже умеем держать. Представляем. Теперь большой палец мы к скуле приставляем и двумя пальчиками, вот такими движениями извлекаем звуки. Движение должно быть параллельное. То есть, вот даже у меня вы слышали, несколько задевал. Это я чуть-чуть, получается, диагонально ударял, и получался язычок ударялся об корпус. Поэтому, чтобы этого не происходило, движение должно быть параллельно движению язычка. Еще раз, двумя пальцами приставляем к скуле и... Тремя пальцами. Три пальца у нас используются для изображения цокота копыт, движения лошади. Это легкое движение та-да-там. Тремя пальцами. Начинаем с безымянного. Также движение параллельно. То есть, если мы двумя пальцами там играли, а тремя играем та-та-там, та-та-там, та-та-там. То есть триоли, та-та-там, та-та-там. Чтобы получился топот копыт, нам необходимо подключить левую руку. Для этого средним пальцем зажимаем язычок, чтобы он у нас заблокировался. Вот таким образом. И как мы уже научились тремя пальцами, так это... И меняя объем внутри нашей ротовой полости, как мы уже, когда играем мелодии, мы отдаляем наших коней, приближаем. Можно даже заржать. Еще одна пальцевая техника – это тремолирование, то есть тремоло, бесконечные движения. Это, так же как и основное наше движение, указательным пальцем, движение по язычку, по вот кончику язычка, возвратно-поступательное. Вот. Тремолирование. То есть это используется много для чего. Для изображения какого-то ветра, для шума воды, для той же мелодии, если мы хотим обогатить. Это что касается пальцевой техники. Есть еще техники, которые мы называем артикуляционной, то есть языком. Самое интересное, самое основное, это то, что каждый может научиться, это ля-ля-ля. О, простите. То есть ля-ля-ля, но мы произносим не вслух, не гортанью, а только движение языка. То есть язык говорит ля-ля-ля. Также можно Юля. 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 Юля.
Или ой-ой-ой. Ну или, как у нас мы любим, когда выступаем перед детьми, I love you. Я люблю вас. Это простые звуки, которые вот украсят ваше выступление. Что же касается более сложных, это такие звуки, как ка-ка-ка, ка-ка-ка и как-кук. Как-кук, та же самая техника, то есть мы горло не подключаем, только здесь не языком произносится, а нижней частью рта, ну то есть горло. Как-кук. Надо сказать, что кукушка один из сложных элементов. У кого-то он получится сразу, у кого-то не получится сразу. Но надо пробовать, искать этот звук, он есть, он получается. Мой учитель Роберт Абдрахманович Заградинов умел 6 разных кукушек изображать. Поэтому нет предела совершенству, пробуйте. И вот уже используя все эти техники, мы сейчас попробуем сыграть мелодию «Любизар». Будем использовать 2 пальца и 3 пальца. И различные звуки ля-ля-ля, ой-ой-ой. На этом наш урок завершен. До встречи на следующих занятиях.